компанияга бир жолу жолугушуп келдик. Андан бери эми баягы неделясына 4 жолу баягы продукты анда эмне киргизгенге уруксаты бар экен, ошого киргизип коюп эле неметип атабыз, башка эмне кылабыз. Анан биз Урматтуу мекендештер, мен Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сауыр Жапаров, Садыр Жапаровдун колдоочулары. Мен сиздерге кайрылып кетким келип турат. Брат Садыра Джапарова и его супруга не прятались от публики и легко давали интервью до революции. Сейчас о них мало что известно. Об их деятельности мы отрывками узнаем из фотографий, видео и показаний свидетелей. Сабырова, партия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Они строят новый рынок в верхней части Мадины. Сабыр Джапаров, Арзбек Бурханов и близкий друг Улана Ниязбекова показали проект, у меня есть видео, я вам отправлю. Они сказали, что закроют Мадину и всех торговцев переведут в их новый рынок. На месте бывшего завода они построили фундамент, сейчас не знаю как там. Мы подтвердили на фактах показания Эрлана Бекмырзы. Действительно, рядом с рынком Мадина строится новый рынок, и принадлежит он окружению президента. Землю Сан-Сити получили друг и жене Садыры Джапарова. Завод ЖБИ связан помимо уже названных с Ханымбеком Туманбаевым и Уланом Ниязбековым, управляющим делами Садыры Джапарова и новоиспеченным сватом Садыры Джапарова. А сын бизнес-партнера семьи Садыры Джапарова Хабибулы Абдукадыра взял территорию конвойно-суконного комбината и рынка Мадины. Эрлан Бекмырза раскрыл схему. Они собираются обогатиться за счет простых торговцев. Рынок Мадина закроют, и торговцы вынуждены будут купить торговые площади на новом рынке, принадлежащие супруге брата президента и его окружению. Нам стало известно, что стоимость 1 квадратного метра на новом рынке стоит $3000. Семья президента и его окружение обогатятся только за счет продажи площадей на $500 миллиарда, не говоря про ежемесячную аренду. Прошло 2 месяца с выхода расследования, но власти набрали в рот воды. Им нечего ответить, кроме как признать коррупцию и незаконное обогащение родственников президента. Но и это еще не все. Супруга брата президента Бурук Кыштабаева вошла в долю в бизнес еще одного предпринимателя и бывшего чиновника. Кетпеді. Қай сұрақ мастарды ғой? Журналист? В 2021 году экс-мэра Бишкека Азиза Сурахматова арестовывал ГКМБ именно по обвинению в коррупции. Но не прошло много времени, и он вышел, заплатив 170 миллионов сомов. Дело на него закрыли. Но спустя некоторое время Бурул Кыштабаева вошла в учредители стройкомпании Азиза Сурахматова, юрист Риэлтстрой. Помимо нее туда же учредителями вошла компания сына друга президента Арзбека Бурханова, Азат Бурханова. Курман, айтыңыз, Курман разы болсын, кабыл болсын, айтыңар марек болсын. Рахмат. Сейчас бизнес-партнер семьи президента чувствует себя относительно в безопасности. Его имущество, которое ГКМБ помпезно публиковало в СМИ, все так же принадлежит его компании. Более того, сын Азиза Сурахматова, Айдар, стал депутатом Бишкекского городского кенеша от партии власти «Новая сила». Я встретился со многими, и всех депутатов есть свой бизнес. И они сидят на своих креслах, чтобы защищать их. Я это понял после разговоров на 7-м этаже. Все делают вид, что они за народ, но все думают о своих бизнесах. На всех кафешках на улице Оразбекова сидят депутаты и обсуждают свои бизнесы. И я тоже обсуждал. О проблемах народа не думают ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. В Кыргызстане, у кого есть связи, бизнес хорошо будет идти. Если давать долю тем вышеперечисленным, то у того
будет развиваться бизнес, а у остальных не будет никакого бизнеса. Я это понял. Калгандардын бизнес жүрмейді, соған анық көзім жетті. Таким образом, чтобы вести бизнес в Кыргызстане, нужно делиться с семьей президента. Но и это не гарантия безопасности. Потому как Кыргызстан, по сути, превратился в собственность Садыры Джапарова. Захочет – заставит платить дважды, захочет – просто отберет. А тех, кто ему не нравится или посмеет сказать, что против, он готов пытать в застенках СИЗО, сажать в тюрьмы или травить госсми и фабрикой троллей. А некоторые оппоненты просто случайно умирают, покончив жизнь самоубийством или по другим причинам. Это и есть семейно-клановое диктаторское правление. Повторение кровавого правления по Киеву. С вами был Болот Тимиров. До новых встреч. Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга мыктыларды колдойлу.